В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Зелена Хамхоева. Здравствуйте. Курс доллара в ближайшем будущем может подняться до 125 рублей за единицу, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Он об этом написал в своем телеграм-канале. Основным фактором, который повлияет на курс, будет падение цен на нефть, полагает предприниматель. Нефть падает к 45 долларам за баррель, значит, курс поднимется к 125 рублям за доллар, написал Дерипаска. В 2024 году уровень бедности среди семей с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет составил 20%. Это следует из предварительных данных Росстата по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе «Многодетные семьи». По сравнению с 2020 годом показатель сократился почти вдвое. Тогда доля многодетных семей за чертой бедности оценивалась статслужбой в 38%. Резкое сокращение этой доли произошло в 2023 году до 29% годом ранее. Власти начали мониторить достижения целевых показателей национального проекта «Семья», запущенного в 2025 году, и национальных целей развития на основе расширенной выборки, состоящей из 50 тысяч домохозяйств. Согласно планам, уровень бедности многодетных семей должен быть сокращен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году. С 1 мая станет обязательной маркировка мыла и моющих средств, бытовой химии и бакалеи. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий оператора национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». Речь идет о моющих и чистящих средствах, а также о чипсах, сухариках, гренках, кукурузных палочках и готовом попкорне. В системе «Честный знак» уже зарегистрировано 3 миллиона 9 тысяч производителей и 2 миллиона 6 тысяч импортеров моющих средств и бытовой химии, рассказали в пресс-службе. Из них 279 представителей малого и среднего бизнеса подали заявки на программу поддержки. Компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки. По опыту предыдущих запусков и результатам профильных исследований, маркировка никак не повлияет на стоимость товаров. «Честный знак» – это национальная система цифровой маркировки товаров, призванная защищать потребителей от подделок. На продукты наносят небольшой QR-код с уникальным цифровым кодом Data Matrix, несущим в себе информацию о конкретном продукте. С 25 по 27 мая этого года в Минеральных водах пройдет крупнейший инвестиционный форум «Киев-2025», который соберет лидеров государственного и корпоративного сектора, экспертов и представителей СМИ. Организатором форума выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития России. Оргкомитет Кавказского инвестиционного форума возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. За годы существования Киев зарекомендовал себя как ведущая деловая, экспертная и выставочная платформа России, способствующая развитию взаимовыгодных отношений между властью, бизнесом и экспертным сообществом. О проектах, которые будут представлены нашим регионам, далее в интервью. О том, с какими проектами на этой площадке выступит Ингушетия, будем говорить с гостем студии. Исрапил Гиреев, министр экономического развития Республики Ингушетия, сегодня у нас в гостях. Сядьте, конечно. Исрапил Мусаевич, что предложит Ингушетия инвесторам в этом году и вот в основном на какие сферы делается акцент? Да, действительно, в 2025 году будет проводиться второй Кавказский инвестиционный форум. Республика Ингушетия застраивает стенд на площадке. Организатором форума является фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Будет визуализация нашего региона. Мы застраиваем стенд, который составляет 60 квадратных метров. Макет уже согласован, контент направлен. И на данном стенде мы будем выставлять наш регион, историю нашего региона. Вы, как в самом начале передачи отметили, это инвестиционный путь, прошлое, настоящее, будущее. Под этой эгидой проходит в этом году Киев. Именно под этой эгидой проходит Киев-2025. И мы будем представлять наш регион, это история, наши основные экономические сферы, наши предприятия, наши инвестиционные проекты, наши инвестиционные ниши, которые мы также будем презентовать.
Дело в том, что участие в КИФе – это не только презентация того потенциала и тех инвестпроектов, которые реализуются в республике, но это также возможность изучить, посмотреть опыт других регионов, других стран. В прошлом году в КИФе 2024 приняли участие представители более 33 стран. В этом году эта цифра будет, я думаю, выше. Прогнозируется, ставили в 52 страны, Да. по-моему, в официальной заметке. В этом году это чуть более 50 стран, поэтому это возможность презентовать наш регион и также, как я уже сказал, изучить опыт других стран, других регионов нашей страны. Мы будем на стенде показывать те наши инвестпроекты, которые уже реализуются успешно, и их потенциал. Основные сферы, которые являются драйверами в нашей республике, это промышленность, сельское хозяйство, туризм. Ну и в последнее время намечена тенденция по IT-сфере, по IT-технологиям в нашем регионе. Вот на официальном сайте Кавказского инвестфорума опубликована уже деловая программа мероприятия. То есть основной темой, как вы отметили, станет инвестиционный путь, прошлое, настоящее, будущее. И в рамках мероприятия будет обсуждаться широкий спектр вопросов. Туда входит и развитие предпринимательства, энергетика, транспорт, туризм, здравоохранение, агропромышленный комплекс, да, в котором Северо-Кавказский федеральный округ уже не один раз становился лидером, занимал лидирующие позиции. Вот какие у вас прогнозы для нашего региона? Ну, если говорить конкретно по проектам, то есть в сфере сельского хозяйства, это у нас наш птицекомплекс «Южный», агрокомбинат, да, тепличный комплекс, который у нас реализован уже на 10 гектарах и планируется реализация еще на 22 гектарах в городе Сунжа. Это наш также проект, который успешно реализован в республике за счет частных своих инвестиций. Сад-гигант по выращиванию плодов. Это основные отрасли наши в сельском хозяйстве, которые также будут презентованы на нашем стенде. Если говорить о промышленности, то у нас есть алюминиевый кластер, который зарегистрирован в Северо-Кавказском округе в нашей республике. Это такие предприятия, как АТМ, РИАК, РЕАЛ, ну и также у нас есть предприятие «Техстрой». Это предприятия, основные наши предприятия, которые у нас являются драйверами именно в промышленности. То есть это все действующие предприятия, уже успешные проекты, которые, естественно, должны заинтересовать инвесторов. Так, помимо агропромышленного комплекса драйвера, который вы отметили, есть еще и туризм, который вообще славится весь Северный Кавказ, в том числе и наш регион. Здесь действительно очень большой потенциал для развития. В рамках форума подписывается огромное количество соглашений, которые в будущем должны лечь в основу сотрудничества вот тех самых новых проектов, да, о которых вы отмечали. Вот какие у вас прогнозы? Ну, мы в рамках КИФа планируем подписать пока что 3 соглашения, но этот вопрос еще прорабатывается. Надеемся, что у нас будет еще соглашение. Есть уже намеченные планы. То есть 3 соглашения – это намеченные планы, которые, возможно, будут. Да, 3 соглашения, это мы как бы уже сможем с уверенностью сказать, что мы подпишемся. В работе своего форума, то есть там, возможно, еще… Да. Ну и до самого форума это в рабочем порядке обсуждаются вопросы по соглашениям. 2 соглашения у нас будут подписываться с субъектами, входящими в наш округ. И в рамках уже этих соглашений дальнейшая будет намечена работа по внедрению пунктов по этим соглашениям в жизнь. То есть здесь уже будет у нас осуществляться взаимодействие и по туризму, и по сельскому хозяйству, и по промышленности с нашими соседями, субъектами нашего округа. Если говорить в целом о туризме, в прошлом году у нас наш регион посетило 125 тысяч туристов. То есть это именно, цифра. Да, это именно туристы, которые останавливались в нашей республике. Если говорить о цифре, если говорить о тех людях, которые в качестве посещения региона экскурсоводами,
то эта цифра в разы больше. Она и за 600 тысяч может быть. Ну, она и есть так. Поэтому туризм у нас развивается. У нас в прошлом году увеличен номерной фонд. Более чем на 100 номеров увеличился фонд. В этом году также есть намеченные проекты в сфере туризма, которые также будут реализованы. Вот представлены набор. И представлены, да. Также у нас в качестве прорывного проекта есть развитие нашего курорта Арымхи. Это тоже развитие туризма. Есть планы по его развитию в дальнейшем. Исрапил Мусаевич, в рамках форума также будут рассмотрены вопросы кадровой политики, кадрового потенциала. Это включая образовательных программ, адаптированных под нужды региона, привлечение молодежи и местных специалистов к крупным инвестпроектам. Хотелось бы обсудить этот пункт поподробнее. Вот, вообще очень хорошая перспектива как для наших уже специалистов, так и студентов. Не так ли это, как здесь будет проходить работа? Да, действительно, те предприятия, которые мы планируем у нас в дальнейшем реализовать, они, естественно, требуют, у них есть потребность в кадрах. Кадрах. Да. И где-то это есть своя специфика. Правительством Российской Федерации также уделяется большое внимание, чтобы те кадры, которые сегодня у нас выпускаются, они были трудоустроены в соответствии со спецификой, со сферами предприятий, которые реализуются в том числе и в субъекте СКФО. Есть такая федеральная программа «Профессионалитет», которая подразумевает собой, что объединяются предприятия и наши среднепрофессиональные учебные заведения. Тоже заключают соглашение? Да, заключают соглашение. Таким образом делается кластер, и уже под конкретные целевые места как бы проходит обучение, студенты. То есть к моменту их уже обучения они знают, что они будут востребованы на тех предприятиях, которые взаимодействовали с этими учебными заведениями. Эта программа есть, она реализуется, и наш субъект также будет в ней участвовать. То есть здесь упоминается как переподготовка, так и полное обучение. Полное обучение. Да, то есть специалисты уже определенной отрасли могут переподготовиться, а также могут обучиться. Но, естественно, образом ни один современный регион сегодня не может развиваться без инвестиций. Да? И вот здесь, Исрапил Мусаевич, все соглашения, заключенные на инвестфорумах, доходят до успешной реализации? Или все-таки бывает то, что проект остается только вот на бумаге соглашения? Ну, у нас не все инвестсоглашения заключаются в рамках проводимых форумов. Но именно как раз соглашения, которые заключаются в рамках конкретно Кавказского инвестиционного форума. Ну, если говорить о Кавказском инвестиционном форуме прошлого года, то было заключено 3 соглашения, и одно из них было соглашение, заключенное между нашей республикой, Чеченской республикой и руководством АО РЖД. То есть это соглашение, которое предусматривала реконструкцию железнодорожной ветки, станция Назрань, станция Слепцовская, станция Грозный. Можно сказать, что оно уже начало действовать, работа идет, то есть техзадание уже сформировано, и то есть можно считать, что это соглашение уже стартануло и есть продвижение в этом вопросе. Безусловно, все соглашения, которые подписываются в рамках форума, они достигают своей цели. И, естественно, ни одно соглашение не остается недостигнутым. То есть оно выполняется, те основные моменты, которые прописаны в соглашении, они реализуются. В заметках по деловой программе КИФ 2025 была затронута тема глобальной цифровизации. Да? Вот, Исрапил Мусаевич, как, по вашему мнению, сегодня цифровизация вообще, влияет-то она вообще на все отрасли нашей жизни, и вот именно конкретно на инвестиционный рынок, каково его влияние? Но если говорить о нашем регионе, вот как раз таки те 2 подпроекта, которые были реализованы в прошлом году, это у нас внедрение IT-академии, и также у нас произведен запуск IT-отеля. То есть это непосредственно связанные 2 объекта с цифровизацией. Так, как вы сказали, цифровизация, конечно, она уже за ним имеет место
Цифровизация – это уже сфера, да, сфера. которая набирает обороты, то есть без цифровизации уже никак. Любое предприятие функционирует, в том числе и посредством внедрения цифровизации. Посыл инвесторам. Чем хорош наш регион? Ну, если говорить об инвестиционных проектах, которые у нас реализуются, у нас есть 5 прорывных проектов, куда входит 11 подпроектов. Некоторые из этих подпроектов уже реализованы в 2024 году, а некоторые на стадии реализации. Это и в сфере промышленности, в сфере сельского хозяйства, IT, и экологический баланс региона. То есть эти подпроекты входят именно в эти 4 сферы. Данные проекты у нас также будут представлены на нашем выставочном стенде. И более того, у нас от республики уже сформирована официальная делегация. Помимо этого, у нас зарегистрировались в качестве участников наши субъекты малого и среднего предпринимательства, которые примут участие на Кавказском инвестиционном форуме. У нас будут выставляться, уже есть соглашение, заключенное с фондом Росконгресс, нашими инвесторами. Две уличных экспозиции будут презентованы. Ну, это еще то, что мы имеем на сегодняшнюю дату. До 15 до 20 мая у нас еще есть срок, поэтому их будет чуть более. И как-то, то есть наше бизнес-сообщество готово принять участие в Кавказском инвестиционном форуме. И, естественно, у них есть возможность, как я уже говорил, презентовать себя и посмотреть, что делается на других предприятиях, как у них организована. То есть эта возможность работа. все еще есть? По-моему, регистрация там уже прошла, да? Сроки регистрации Нет, уже? сроки регистрации еще есть, они могут зарегистрироваться. Да, при желании. Там есть еще премиальная, есть еще премия «Вершина», мы ее назовем так. У нас также есть от нашего региона заявленные участники. Посмотрим, как будут результаты Участники оценки. тоже уже заявлены, да? Да, есть заявленные участники. Еще раз напомню, что Кавказский инвестиционный форум 2025 года проходит с 25 по 27 мая. То есть еще есть время оставить заявку на участие. Напомню, что сегодня у нас в гостях был министр экономического развития Исрапил Гиреев. Спасибо вам, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. На экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Адик Халшнеш Дахлча.